Александр Орлов-Кречмер – родной для Абхазии человек. Уроженец Сухума, он с отличием окончил 10-ю среднюю школу. Долгие годы жил и работал здесь. Александр Орлов-Кречмер – доктор социологических наук, профессор, писатель и общественный деятель. Помимо всего прочего, Александр – обладатель коллекции ценных для Абхазии исторических документов. Собранные по крупицам материалы уникальны и не имеют себе равных. Среди них значительная часть архива самого Нестора Лакоба. Оставшаяся часть находится в Стэнфордском университете США и в Грузии. Вторая часть, связанная с совершенно секретными документами, так называемая папка Берия, который хранился в спецслужбах, в частности, о репрессиях в Абхазии в 20-30-х годах. Ну и далее пошел добавлять документы. Эти все документы приходилось искать по всему миру, в полном смысле слова, на аукционах, у коллекционеров, выкупал. Ну и третья важная часть – это, очевидно, то, что в Абхазии совершенно забыто, так называемое абхазское дело. Это история грустная, это связано с репрессиями коммунистов и интеллигенции Абхазии. О ней вообще было ничего не известно. Мне пришлось долго искать, и я счастлив проинформировать, что у меня находятся оригиналы всех заседаний спецкомиссии по этим вопросам. Коллекция Орлова-Кречмера богата крупнейшим собранием малой графики, а также букинистическими изданиями. Коллекционирует писатель 70-х годов. Во время Отечественной войны народа Абхазии его квартира была разгромлена, а уникальный архив уничтожен. Однако он не сдался и продолжил любимое дело. Можно убить человека, но не душу. Память убить нельзя, убежден ученый. Все это было как моя реакция на гибель архива. Гибель архива Абхазской АССР, который сожгли. Это как чувство протеста и чувство желания восстановить в меру возможного. Мы долго общались на этот счет с Владиславом Арценко. Затем Сергей Багапш подключился, приезжал ко мне, смотрел. Мы намеревались создать фонд репатриации исторических документов на родину. Ну, как-то все это повисло, было не то время было. Сейчас я вновь пытаюсь заинтересовать и меценатов, и руководство Абхазии для того, чтобы создать в Сухуме музей возвращенных цен. Это все принадлежит не мне, это принадлежит народу. Часть коллекции была представлена в трилогии «Образы Абхазии» 19 первая треть 20 века, вышедшей в 2014 году. В книгах приводятся уникальные сведения об исторических событиях и личностях абхазского народа. В них более 2500 раритетных иллюстраций, фотографий, произведения живописи и графики. Трилогия посвящена сыну ученого, участнику Отечественной войны народа Абхазии Павлу, который в 2008 году внезапно ушел из жизни. По нынешним временам издание это очень дорогое. Я же издаю не просто книги, я издаю качественные, добротные, очень дорогие, коллекционные издания, которые приятно держать в руках. Это для семейных собраний. Вот я подготовил обзор этих документов. Сейчас работаю над третьей книгой. Третья книга это будет абхазский хроникон. Ну, вообще, подлинная история. Понимаете, очень много изданий, к сожалению, содержат массу ошибок, массу мифов, массу неточных сведений. Я хотел бы внести поправки некоторые. Познать будущее, не изучая прошлого, невозможно. Только зная свою историю, культуру, опираясь на опыт прошлых поколений, можно сберечь самое ценное и идти вперед. Эсма Голанзе, Абхазское телевидение.